О самых заметных событиях вторника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Ледовая переправа официально закрыта. Патрули ГИБДД и ГИМС дежурят в местах запрещенного выезда на лед, фиксируя нарушения. Сколько протоколов составлено. Также в Якутии фиксируют рост заболевших гриппом и ОРВИ. Школьники на карантине учатся в школах. Только старшеклассники. Сколько заражений сезонными инфекциями зафиксировано. В память о герое в училище Олимпийского резерва увековечили память выпускника Андрея Щепкова. Организовали военизированную эстафету. Учителя музыки в детских садах презентовали сборники учебных пособий по пению, слушанию и игре на музыкальных инструментах на якутском языке. Покажем уникальные музыкальные инструменты. А в Нерюнгринском районе День Хамуса отметили фестивалем по игре на национальных музыкальных инструментах. Расскажем подробности. Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение средней страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Согласно документу, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля, а размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости на 1631 рубль. Таким образом, с 1 января страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что это решение коснется более 32 миллионов граждан. Также президент подписал поправки в налоговый кодекс, предусматривающие индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов с 1 июля. Пошлина за оформление загранпаспорта нового образца повысится с 5 до 6 тысяч рублей. Для детей до 14 лет с 2,5 до 3 тысяч рублей. За выдачу проездного документа беженца или его продление придется заплатить 420 рублей вместо 350. До 1200 рублей вырастут суммы госпошлин за выдачу либо продление визы временно пребывающим в России иностранцам для выезда из страны. Несмотря на запреты и предупреждения, ежегодно сотни автомобилистов пытаются перебраться через реку Лену по несанкционированным переправам. Инспекторы ГИМС совместно с ГИБДД устраивают рейды. Выявляют нарушителей и оформляют административные протоколы. Только за эту осень уже составлено более 40 дел в отношении водителей, выехавших на лед в неустановленном месте. Продолжит тему Александр Хавренко. Несмотря на то, что еще ни одна официальная переправа не открыта, буквально каждую минуту несколько десятков автомобилей пересекают реку Лена по несанкционированным тропам и трассам. Но на этом берегу их ждет сюрприз. Патрули ГИБДД, ГИМС и службы спасения. Рейды по несанкционированным переправам устраиваются ежегодно, в период активного ледостава на реках. Не желающие ждать официального открытия переправы, автолюбители на свой страх и риск выезжают на еще не окрепший лед, и нередко это приводит к трагическим последствиям. 20 ноября две автомашины произвели несанкционированный выезд автотехники, в результате чего две автомашины провалились под лед. К счастью, никто не пострадал. Наши инспектора центра ГИМС выехали на данное место провала, произвели замеры. Замеры показали толщина льда не более 10 сантиметров. Автомашина массой 3 тонн, лед должен составлять не менее 30 сантиметров. С начала осеннего периода уже составлено более 40 административных материалов на водителей, совершивших несанкционированный выезд на лед в черте города Якутска и поселка Нижний Бестях. В связи с довольно теплой осенью ледостав на реках начался поздно, и открытие первой официальной переправы через Лену задержалось. Первая официальная переправа расположена у нас в районе Хатас-Павловск. Приблизительный срок открытия ее 11 декабря. В данный момент там ведутся работы по наливу воды. Сверху наливают воды. Делается это для увеличения толщины льда, чтобы быть уверенным в толщине льда при открытии переправы, чтобы она уже смогла выдерживать автотранспорт весом до 3 тонн. Переправа Кангалас-Сотинцы ориентировочно откроется во второй половине декабря. Якутск-Нижний Бестях в начале января.
А до тех пор выезд на лед запрещен и влечет за собой не только шанс получить административный штраф, но и вероятность лишиться автотранспорта, ушедшего под неокрепший лед. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Ракетоноситель «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол космодрома Байконур и готовят к запуску. Он намечен на 1 декабря. Так, ракетоноситель выведет на орбиту корабль. Он доставит на МКС 2,5 тонны грузов, среди которых 500 килограммов топлива до заправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах, а также около полутора тонн различного оборудования и материалов в грузовом отсеке. Это средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, а также предметы одежды. Около 20 тысяч семей приобрели или построили собственное жилье по дальневосточной ипотеке в республике. Также на цели ИЖС в Якутии банки выдали гражданам более 6 тысяч кредитов. В то же время в Приморском крае выдали около 24,5 тысяч кредитов на 111 миллиардов рублей. В Хабаровском крае более 12 тысяч кредитов на 54 миллиарда рублей. Темпы реализации дальневосточной ипотеки остаются высокими. За 11 месяцев этого года выдано около 31,5 тысячи кредитов. Это на 42% выше показателя прошлого года за тот же период. Назначен новый руководитель Якутского управления Федеральной антимонопольной службы. Им стал Иннокентий Лаврентьев. Так, на встрече с Айсеном Николаевым обсуждались вопросы, касающиеся предупреждения и пресечения возможных нарушений в рамках законодательства контрактной системы при реализации национальных проектов. Также говорили о дальнейшем взаимодействии по установлению тарифов в энергетической и других сферах. Рассмотрен вопрос относительно включения недобросовестных подрядных организаций в реестр недобросовестных поставщиков в рамках исполнения контрактов по национальным проектам. По данному вопросу Управление Федеральной антимонопольной службы сообщило, что такие обращения будут рассматриваться совместно с ФАС России для принятия соответствующих мер о включении таких субъектов в реестр. И антимонопольная служба повторяет о том, что недопустимо подрядчикам при исполнении контрактов не соблюдать условия заключенных контрактов. В Якутске завершился второй федеральный форум «Цифровой алмаз», собравший более 2500 представителей IT-отрасли нашей республики и других регионов России. Прошли порядка 30 сессий, в ходе которых участники обсудили насущные вопросы развития инноваций в республике. Подписано 12 соглашений, среди них договор пожертвования для организации проведения интернета в отдаленные села Алекминского района. Подробности в сюжете. В Якутии золотодобывающая компания «Нордголд» развивает кластер ГРОС в Алекминском районе. На форуме «Цифровой алмаз» было подписано соглашение, согласно которому «Нордголд» профинансирует работы, необходимые для организации доступа в интернет в отдаленных селах Алекминского района – Тяня и Бяськуэль. Жители села Тяня обратились к компании «Нордголд» с просьбой провести высокоскоростной интернет в село. Хороший доступ в интернет сейчас очень важен. В 2023-2024 годах компания направит на эти цели 170 миллионов рублей. Соответствующий договор пожертвования был подписан между руководителем представительства компании «Нордголд» в республике Андреем Варламовым и генеральным директором Фонда развития инноваций Верой Птицыной. Все это, конечно, будет способствовать, в принципе, развитию этих сел, улучшать качество жизни населения. Люди смогут не только общаться с внешним миром, но и также подключаться к различным программам обучения, допустим, через здравоохранение. В рамках республиканского социально ориентированного проекта «Синергия Арктики» в течение 3 лет планируется подключить к высокоскоростному интернету 86 отдаленных населенных пунктов Якутии с населением более 72 тысяч человек, в том числе село Тока Алекминского района. За счет пожертвования компании «Нордголд» волоконно-оптическую линию связи планируется продлить до села Тяня, административного центра Тянского национального венкийского наследия, где проживает почти 500 человек. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск.
Идем далее. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась более чем на 30%, а число госпитализаций на 25%. Заболеваемость выросла в 79 регионах. По данным Оперштаба, за неделю выздоровели почти 55 тысяч человек, зараженных ковидом, что на 38% превышает показатель прошлой недели. Тем временем в Якутии фиксируют рост заболевших гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в республике зарегистрировано свыше 9 тысяч случаев, что выше эпидпорога более чем на 50%. В основном болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет, поэтому в учебных заведениях объявлен карантин. Учатся только старшеклассники, продолжит Марина Захарова. От числа всех обращений в медицинские учреждения за день порядка 60% – это дети с диагнозом ОРВИ и различными его формами. Отделение воздушно-капельных инфекций в детской инфекционной больнице переполнено. В основном госпитализированные дети, у которых диагностировали грипп, парагрипп, респираторную вирусную инфекцию, аденовирус, а также пневмонию и бронхит. Одной из причин такого большого всплеска заболеваемости является теплая осень. В теплой среде, в таком комфортной температуре воздуха для вирусных инфекций, они не уничтожаются. И плюс дети в такую погоду могут ходить без шапок, потому что достаточно тепло. И поэтому вследствие переохлаждения чаще заболевать. Маски должны носить те, кто болеет ОРВИ, и желательно в людном месте те, кто не болеет ОРВИ. Со времен коронавирусной инфекции все про это забыли, но хочется сказать, что во время коронавирусной инфекции заболеваемости ОРВИ практически не было. Чтобы обезопасить себя от вирусов, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим в местах массовых скоплений людей, проветривать помещения и укреплять иммунитет. Полноценное питание детей, проводить витаминопрофилактику, витамин С принимать, витамин D, общеукрепляющие какие-то процедуры, и вакцинация. Все-таки чтобы избежать подъема заболеваемости, нужно вакцинировать детей против гриппа. В Якутске порядка 18 тысяч детей на сегодняшний день переведены на дистанционное обучение, которое осуществляется на образовательной платформе «Сферум», разработанной в рамках проекта «Цифровое образование». Этот контент позволяет нам реализовать и организовывать коммуникационные платформы, рабочие чаты как для учителя с классом, как для учителя с педагогами, и в целом может целая школа подключиться в один рабочий чат. То есть у нас создаются условия для того, чтобы дети и учителя общались на безопасной информационной платформе. На дистанционное обучение переводят в случае превышения порога заболеваемости в 20%. Управлением образования окружной администрации города проводится ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. По последним данным, в Якутске на карантине находится 618 классов в 43 учебных учреждениях. 7 школ закрыты полностью. Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. В училище Олимпийского резерва увековечили память выпускника, сотрудника отряда ОМОН «Бизон», участника боевых действий Андрея Ощепкова. Бойцу посвятили республиканскую военизированную эстафету среди студентов среднего профессионального образования. Подробности соревнований в сюжете. Андрей Ощепков являлся выпускником Республиканского училища Олимпийского резерва, на базе которого и прошло соревнование. Оно состояло из 2 этапов – военно-спортивного состязания и интеллектуальной игры. Группы состояли из 7 человек, где каждый выполнял свою роль, работая вместе ради победы. Сейчас патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений, и мы тоже проводим эти соревнования для того, чтобы наша молодежь и дети, которые у нас сегодня учатся, должны быть патриотами и любили свою страну, любили свою республику, и, конечно же, всегда были защитниками своей страны. Разделившись на 13 команд, 91 студент приняли участие в 7 различных спортивных направлениях и увлекательной интеллектуальной игре, отвечая на общие вопросы по ОБЖ, начальной военной подготовке и истории Отечества. Я думаю, что это имеет очень большое значение для патриотического воспитания молодежи. И я думаю, что все участники этих соревнований будут познавать не только азы военного искусства, азы военного дела, но и будут уже знать, как вести себя в команде, почувствуют командный дух и, конечно, будут уже в дальнейшем готовы к защите своей родины. На соревновании присутствовали как близкие Андрея Ощепкова, так и его друзья и военные товарищи.
Почтить его память пришел его коллега, которого Андрей поддержал, когда тот только поступил на службу. Андрей был очень уверенный в себе по жизни. И вот подрастающему поколению тоже пожелал бы уверенности в их начинаниях, во всех делах. Вот. А так, он был патриотом своей страны, ответственным лидером коллектива. Победители военно-патриотической эстафеты были награждены грамотами, кубками и денежными призами. В дальнейшем планируют проводить такие командные мероприятия каждый год, чтобы развить среди молодежи спорт и патриотическое воспитание. Тимур Калмогоров, Алексей Степанов, Иван Сорокаумов, Якутск. 100 лет сегодня отмечает почетный гражданин Чурапчинского улуса, учитель учителей Якутии Анисия Гаврильевна Габышева. Педагог является матерью 5 детей, многих внуков и правнуков. Анисию Гаврильевну очень уважают и любят ученики разных лет и поддерживают тесную связь с учительницей. Ее воспитанниками стали известный якутский художник Афанасий Мунхалов, первая балерина республики Наталья Посельская, известный деятель культуры и искусства Афанасий Амосов и многие другие якутяне. Отметим, что в 95 лет Анисия Габышева выиграла гран-при республиканского фестиваля «Золотое мгновение». А в этом году она вошла в Книгу рекордов Якутии. Сегодня ее приехали поздравить родственники из Кыргызстана. Приехали поздравить и пожелать в дальнейшем, чтобы она, как говорится, сколько Бог дал, столько, что она прожила. И желаю ихней семье тоже здоровья, главное, семейного счастья, всего благополучия. Спасибо. Музыкальные преподаватели дошкольных учреждений презентовали сборники учебных пособий по пению, слушанию и игре на музыкальных инструментах на якутском языке. Сборники включают в себя авторские методики, песни, а также информацию о композиторах Якутии. Подробнее о сборниках, а также об авторских методиках музыкальных руководителей расскажет Марфирина Алексеева. Александр Гаврилев вот уже на протяжении 16 лет прививает дошкольникам любовь к музыке. Его воспитанники и после детского сада продолжают заниматься музыкой. Кто в музыкальных школах, а кто уже в высшей школе музыки. Благодаря его авторской методике дети, не зная нот, могут играть на музыкальных инструментах. Я обучаю детей игре на мелодике, игре на блокфлейте, именно по цветным нотам. Вот вы можете посмотреть, да, вот такие вот картинки, они смотрят, и по цветам они нажимают вот эти клавиши, такие же цвета здесь на мелодике. На флейте я обучаю детей по картинкам. Вот картинки, там, например, нотка соль, солнышко, да, нота ми, мишка, нота фа, фартук, нота ля, например, лягушка. Вот они вот по этим картинкам и по цветам они учатся у меня играть вот на инструментах. А М. Мазуева создает с воспитанниками авторские музыкальные инструменты, используя экологичные природные материалы. Так как я сама родом из крайнего севера, и вот мой север всегда со мной, и это отражается в моем творчестве. Вот. Музыкальный инструмент мы назвали музыкальные копытца. Угу. Для более эстетичности мы добавили красивые бусинки, бубенчики и вот разукрасили деревянные палочки красивыми яркими красками. Майя Степанова – одна из авторов образовательных сборников. В свои работы, помимо музыкальных материалов, включила справочник музыкальных терминов и эмоций с переводом на якутский язык. Аллегро. Да? Это все уже, наверное, знают, как транскрипция идет, весело, живо по-русски и «Оню куля сергехтик» 9. Вот. Словарь эмоций, да? Или, скажем, музыканы эйлехтик образтан дюгюннен көрдөрөр холобур тылджит. Ну, словарь, да? Переведенный. Вот, например, веселая, по-якутски как будет? Көрдör, да? Радостная, үрюлях.
тоже вот для развития якутского языка. В рамках презентации образовательных книг также состоялся курс повышения квалификации по организации деятельности музыкального руководителя. На протяжении всего дня педагоги со всей Якутии проходили практические мастер-классы, делились своими авторскими методиками и научными работами. Марферина Алексеева, Иван Сракоумов, Якутск. Ежегодно 30 ноября в Якутии празднуют Республиканский день хомуса. В Нерюнгринском районе его отметили фестивалем по игре на национальных инструментах. Подробности в материале Ивана Лазаренко. В культурно-этнографическом центре Нерюнгри прошел 3-й районный фестиваль-конкурс «Звенящие мелодии Южной Якутии» по игре на народных инструментах с целью сохранения и развития своего родного языка, культуры, традиций и обычаев. Конкурс в этом году собрал представителей бурятской, казахской, эвенкийской, якутской и таджикской общин. Этот фестиваль мы проводим уже ежегодно, он стал традицией. В этом году мы провели его 3-й раз, но в этом году мы его организовали и привлекли сюда все наши национальные общины, чтобы действительно услышать истоки культуры каждого народа. И действительно мы говорим код народа, это в ее языке, культуре, а культуру именно тоже, как говорится, осветляет и сопровождает музыкальная игра на народных инструментах. В конкурсе приняли участие как сольные исполнители, так и семейные коллективы и фольклорные ансамбли. Всего на конкурсе приняли участие 22 человека, из них 12 детей. Причем юные участники конкурса показали высочайшее мастерство владения инструментом, не уступая своим старшим соперникам. Мы же, получается, в другом регионе проживаем, в республике Саха-Якутия, и мне особо важным, прямо самым для меня считалось, что обязательно в детской музыкальной школе преподавать наш музыкальный бурятский национальный инструмент. Детей очень много, очень желающих очень много, ходят с удовольствием, им это очень нравится. Большой интерес у жюри и зрителей вызвали не только яркие номера, представленные участниками, но и рассказы о тех национальных инструментах, которые были использованы в выступлениях. Ребята учатся играть на наших национальных инструментах, которые должны, наверное, знать каждый ученик нашей школы имени Василевич. И мы, как учитель музыки, я стараюсь проявить любовь к музыке именно к эвенкийской, к нашему фольклору. Безусловно, сохранение бесценного наследия культурных традиций, приумножение духовного наследия и богатого национального колорита – это важная работа, которую проводит Нерюнгринское отделение Ассамблеи народов Якутии. Это люди, вдохновленные энтузиасты, которые создали яркую и живую национальную палитру на культурной карте Нерюнгринского района. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Телебашню в Якутске подсветили зеленым цветом в поддержку акции «Сохраним лес». Тематическая подсветка работала с 19 до 20:00. Отметим, в этом году акция «Сохраним лес» проходит уже в 5-й раз в рамках нацпроекта «Экология». Цель акции – ежегодно высаживать 70 миллионов деревьев во всех регионах страны. За 4 года к ней присоединилось 6 миллионов человек, которые высадили свыше 220 миллионов деревьев. Ну а в Мирном детей дошкольного возраста вовлекают в волонтерское движение. В рамках соцпроекта «Дорогою добра», разработанного коллективом детского сада «Белоснежка», дошколята вместе со своими родителями изготовили эко-кормушки, которые нашли свое место в городском парке. Подробности в сюжете. В конце сентября некоммерческая дошкольная организация «Алмазик» подала заявку на участие в грантовом конкурсе «30 добрых дел», а в ноябре пришла информация, что они стали одними из победителей. Социально значимый проект «Дорогою добра», разработанный коллективом детского сада номер 54 «Белоснежка», высоко оценен экспертами и получил финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. У нас цели гораздо глобальнее, чем может показаться на первый взгляд. Мы не только помогаем людям, животным, природе. Мы еще прежде всего воспитываем новое поколение российских граждан, которым будут не чужды такие понятия, как милосердие, сострадание, добро, желание помочь ближнему. А также мы хотим привлечь общество, социум
тому, чтобы совместными усилиями сделать наш мир добрее и лучше. Проект направлен на вовлечение детей старшего дошкольного возраста, их родителей и педагогических работников дошкольной организации «Алмазик» волонтерское движение. В рамках проекта в течение года будут реализованы множество социальных акций, одним из которых стало изготовление эко-кормушек и «Накормим белок в парке». Изготовленные кормушки для белок и птиц размещены на территории городского парка Алмазного края. Мы повесили кормушки и насыпали корм в кормушки. Вот эти вот акции, они действительно помогают сплотиться. По крайней мере, когда мы делали эту кормушку для птичек, очень большой энтузиазм у ребенка был. Научилась работать в команде. Ну, естественно, очень ждала день, когда эту кормушку повесим. Потому что очень любит животных всяких разных у нас, да? Проект призван увеличить количество желающих участвовать в социальных, трудовых, благотворительных и патриотических акциях в Мирнинском районе. Таким образом, все участники проекта получат уникальный опыт командной работы, основанной на единении и сплоченности, способности достигать общей цели. Анна Васильева, Мирный. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.